И снова доброе утро. Не устанем приветствовать вас. Ну и, конечно, наших дорогих гостей. У нас в студии находятся активисты Максат Абылкасымов и Надырбеков Юсуп. Джусуп, доброе утро, здравствуйте. Вот мне отметили редакторы, но не суть. Самое главное, что вы у нас в гостях, и самое главное, то, что вы не просто так пришли. Да. А вы реализуете какой-то проект. Давайте поподробнее расскажите, потому что мы можем, конечно, в общих чертах описать, но лучше услышать все это из ваших уст. То есть это проект «Помощь уязвимым слоям населения», так? Да, это именно больше образовательный проект и с чуточкой предпринимательства. То есть мы студенты НАКС, и мы берем людей с уязвимых слоев населения и обучаем их навыкам из тех ниш, которые требуются на нашем рынке. Допустим, на данный момент мы обучаем именно мебельному ремеслу, то есть мы находим специалистов компетентных, это все связываем, всю бизнес-модель, и посредством этого люди уже обучаются и умеют это делать. А затем мы обучаем уже экономическим навыкам, это как маркетинг, SMM, да, для своего продвижения. И благодаря этому человек уже полноценно развит и может сделать свой бизнес. А вот покажите, пожалуйста, что у вас в руках, может, вы расскажете, что это такое? Да, то есть на данный момент вот, мебельное ремесло мы берем именно вторичное сырье и делаем вот разного рода поделушки. Да? Допустим, это мебель из палет, это вот такие доски, тоже покупать часы, то есть разные вещи, и у нас вторичное сырье, которое обычно не используется. То есть на данный момент мы работаем с цехами мебельными, которые тоже дают нам вот эти отходы. И так у нас вот проект. То есть у вас еще реализуется. экологичный проект, если так посмотреть? Да, то есть есть и эта часть тоже. А вот мне интересно, именно вот этот атрибут, он во что превратится в конце концов? Расскажите, пожалуйста. Просто сидеть на нем, Джусуп, я так понимаю, неудобно Да, будет. да, да. Ну, получается, это элемент декора, как бы. И он стильный, и, ну, и смотрится по-новому, да, то есть необычный вид. Также здесь символы, ну, сердечко, получается, Да. и знак айфона. Понятно. А вот расскажите, пожалуйста, вот, допустим, сейчас эта работа сделана, получается, с целью того, чтобы украсить что-то, мебель и так далее. Это тоже учится? Если, к примеру, у человека нет вкуса или, ну, или нет задумки? Тоже этому обучаем. Ну как, не то, что обучаем, то есть берем примеры разные, то есть в интернете полно, делаем, то есть учимся этому. Да, готовые шаблоны. То есть в интернете есть, допустим, как сделать часы, и на примере этого мы уже делаем сами, да, как бы, ну, обучаем. А как давно существует ваш проект и скольким людям вы уже помогли? Наш проект существует уже порядка 4-5 месяцев, то есть мы уже обучили одного человека и сделали уже 2 заказа по мебели. То есть на данный момент уже мы работаем над брендом, то есть и мы выходим на рынок, да, так сказать. То есть уже, получается, 2 человека решили заказать у вас мебель? Да, уже заказали, у них уже готово и пользуются. Здорово. Да. Ну, отлично. А есть еще дальнейшее развитие? Вот если сейчас нужны специалисты в области мебелестроения, скажем так, а вдруг в скором времени появится, допустим, необходимость в разработчиках приложений, вы тоже будете обучать или... Да, мы хотим брать именно те ниши, где требуются люди, специалисты. Ну и так как мы студенты, мы берем именно образование, то, что более-менее возможно. Допустим, мы собираемся вот на SMM, да, SMM, SEO, то есть это тоже более-менее просто обучить человека, и этим тоже мы хотим заняться в дальнейшем. А вот были недавно проекты, которые были направлены на помощь людям старшего возраста, то есть, получается, старшего поколения. А они входят в вашу группу? То есть именно ваших клиентов, если так можно сказать? Да, входят, да. У нас как критерий отбора, это, ну как критерий, больше того, что человек сам адекватен, то есть не пьющий, да, и вот больше выпускники детских домов, да, более нуждающиеся и те, кто именно хотят развиваться. А вы вот, получается, сами, да, тоже можете делать такую мебель, то есть вы все это тоже умеете? Я вот именно в плане SMM, как бы, либо маркетинг. А этим, получается, занимаются уже специалисты. То есть у вас Да. прям как в цехе, да, получается, вы... Разграничение функций, Да, делегирование обязанностей. Вот вопрос следующий. Проект направлен на социально уязвимые слои населения. Я уверен, что вы каждого человека обучаете чему-то новому, тому, чего он, в принципе, раньше и не знал. И вот в процессе возникают какие-то проблемы или нет? Каким образом вот вы обходите эти острые углы? Мы сегодня говорим об инновациях в обучении. Может, у вас есть какие-то лайфхаки для как раз-таки образовательных моментов?
Да, если брать именно социально уязвимые слои населения, то немного сложностей в том, как с ними работать именно. То есть бывают сложности с человеком, допустим, если из детского дома, да, то тоже есть некоторые психологические Нюансы, да. моменты, да. И здесь мы, конечно, максимально стараемся найти общий язык и скоординироваться и работать. Сложности, в принципе, вот именно в этом, мне кажется. А так, с любым человеком можно найти общий язык и в дальнейшем работать. Потому что, мне кажется, замечательная идея. Еще такой вопрос. Могут ли они сами предлагать какие-то вот идеи, возникшие у них? Может, они проснулись, и раз у кого-то из ваших подопечных идеи сделать или построить что-то? То есть, но вы, к примеру, возможно, можете вы одобрить или не одобрить идею? Скажете, нет, это не продастся, это лучше не заниматься этим. Мы как раз-таки хотим, чтобы человек стал именно самостоятельным. То есть передача знаний как с нашей стороны, так и с его, да, то, что он предлагает. То есть в конечном итоге мы хотим, чтобы человек уже самостоятельно, то есть без нас, чтобы проект сам был устойчивым, уже без нас он продолжался. Ну Это что ж, похвально. устойчивости вашему проекту, вам развития как и творческого, так и профессионального. Ну и нашим телезрителям хотелось бы пожелать пробуждения, да. А мы еще в течение 2,5 часов будем с вами, поэтому никуда не уходите. В скором времени мы вернемся.